Місійны касцёл. Пасланнікі Хрыста ў свеце. Хвала Христу! Сёння паразмаўляем пра аўстралійскі касцёл, пра Аўстралію, дзе ўжо шмат гадоў служыць сястра Паўля Воўчык, назарытанка са Шчучына. Сястра Паўля, ці чуеце мяне? Хвала Христу! Навекі хвала! Сястра Паўля, шмат гадоў гэта колькі? Колькі вы ўжо ў Аўстраліі? 7. 7 годов. Я извиняюсь, я буду разговаривать на русском языке, потому что если я начну на белорусский переходить, я начну вставлять английские слова. Ну, як вам зручно, конечно. Сестра Паўля, ну тады раскажыце перадусім, як потрапіць з пункта Б у пункт А з Беларусі ў Аўстралію. Як у вашым выпадку гэта атрымалася? Як вы там апынуліся? Это было совсем просто. Может, я так скажу в самом начале. Когда я вступила в орден, это было в 1991 году, у меня всегда была такая мечта поехать куда-то на миссию. И когда там на Новогрудке я встретила отца, который был из Польши, но работал в Камеруне, в Африке. И я была тогда еще постулянкой, послушницей, и мне это в сердце очень так запало, это Африка, все время была Африка. Но у нас назаританок в Африке не было домов. Только в 2011 году был открыт первый дом. Даже в 2012 году в 2012 году сестры начали приготавливаться на выезд в Африку. И тогда были открыты первые дома. До этого времени не было. Но в это время я была настоятельницей в Гродно, когда был набор в Африку. Ну, то бишь для меня было, скажу, ехать в Африку, ну как это, оставить общину, 20 сестер, больше, чем 20 сестер в Гродно, оставить общину, когда сказал, ну нет, ну я так не могу. Ну, видно не Африка, видно Господь что-то другое. Ну и через полгода сестра провинциальная, сестра настоятельница из Австралии прислала письмо, она выслала письмо ко всем нашим монастырям, во весь наш орден, то бишь не только в Беларусь, а также в Польшу эти письма пошли, в Америку, везде, во всем земном шаре сестры назаританки получили то же самое письмо, где настоятельница обратилась с просьбой к нам, что если кто-то желает, может приехать на миссию служить в Австралии, потому что они нуждаются, скажем так, в кадрах, да, нуждаются в помощи. Ну и тогда прежде всего я начала молиться Господу. И так я все время себе так отвечала, ну, у меня есть все, я живу в Беларуси, в таком спокойствии, жизнь очень организованная, но все-таки хотела что-то сделать больше для Господа, больше что-то отдать. Вот что-то, ну, такое вот, что-то вот ходило со мной такое неспокойное. Но вот когда мы получили это письмо, я начала молиться Господу и спрашивать. Ну, потом пошла на разговор к своей настоятельнице, которая была выше меня. Ну и говорю сестрам, может, я бы поехала в Австралию, что вы думаете об этом? Могу ли я написать письмо, просьбу к нашей настоятельнице в Рим, что я желаю работать в Африке? Ну и сестра тогда нарушила таким спокойным голосом говорит, если ты хочешь, можешь ехать, можешь писать просьбу. А для меня это было так спокойно, что это было за слишком спокойно. Я пришла, ну нет, так все просто. Ну и потом я написала письмо, просьбу к нашей главной настоятельнице в Рим. И до месяца мая была тишина. Она мне ответила, что молись, мы будем тоже молиться, и в ближайшее время, где-то в месяце мая, мы тебе ответим. И месяц мая сестра, она звонит ко мне и спрашивает, ну, сестра, как ты дальше думаешь об этом, чтобы поехать в Австралию работать? Я говорю, ну да. Она говорит, ну, наш совет это затвердил, и можешь приготовить сейчас документы к визе. Ну, и началось такое вот приготовление документов. И это все так было быстро, что на самом деле аж удивилась. И в ноябре я выехала из Беларуси, это было 23 ноября, да, и прилетела в Австралию, это уже было 25 ноября, а 25 ноября это день нашей основательницы. Так что основательница меня туда сама привела, и вот
с Божьей помощью. Ну и позже, когда надо было сдавать экзамен с английского, чтобы получить дальше визу, и потом, чтобы получить гражданство австралийское, чтобы работать дальше, я все время говорила Господу: если ты меня хочешь в Австралии, то ты мне все это сделаешь. И это было, за каждым разом, как надо было что-то сделать, все это так было просто и так быстро, что я просто удивлялась. Господь, ты на самом деле меня тут, видишь и нуждаешься. Я счастлива очень. Живу, работаю в Австралии уже 7 лет. Вы уже вивчали англійську мову у школі? Ці вже там підтягували її? Ці як у вас з мовами навіть було? Я училась в советской школе, был у нас английский язык, как в советское время. Кто учился иностранных языков в школе? Если ты знаешь, что ты никогда не выйдешь в Англию, то зачем тебе этот иностранный язык? Я все время получала 4 с английского языка, но никогда не открывала учебник дома. И так мне казалось, что мой английский, что я понимаю, потому что когда-то участвовала в Капитуле у нас в Риме, и там были сестры Америки, когда я слушала, мне казалось, что я понимаю, как бы не 100%, 50% могу сказать, я понимаю. Но когда я прилетела в Австралию, я поняла, что мой английский, как тут говорят, is nothing. Они австралийцы, они делают очень большие такие сокращения. И даже сейчас, когда ты встречаешь типичного 100% австралийца, который начинает говорить очень быстро, не открывая практически рта, и ты стоишь только смотришь, и о, Господи, что ты говоришь, только не так быстро. И тогда я просто, когда стала первые дни, я вообще не могла понять, что они говорят, и что они это самое, еще так быстро. Good day. О мой боже, что он сказал? А што яшчэ вось акрамя мовы прыйшлося чаму навучыцца для жыцця ў Австраліі? Первое, что, и язык, это самая большая, такая барьера, трудность, потому что когда ты не знаешь языка, тебе очень, трудно общаться с коренным населением, и даже тут очень много иммигрантов. А по-другое, ты должен перепрыгнуть эту барьерную культуру. И попросту заакцептировать, что эти люди, они совсем другие, они очень добрые, они очень тебя любят, они очень вообще любят сестер, ксензов, они очень уважают, да, особенно иммигранты с островов и все. Но ты их должен понять также ихнюю и заакцептировать, что у них совсем другое поведение, что они совсем другие люди, и даже по стилю одежды. Мы больше, знаете, из нашей европейской части, мы больше смотрим на одежду, когда идем в костел, чтобы было все приятненько, ровненько, отглажено, а они они на это не обращают внимания. Даже вот сейчас началась зима, и было, эти дни, скажем, холодно, а костел, который не отапливается, и ночью, когда 3 градуса, это то же самое, что у нас в Беларуси, минус 2 градуса, и входишь в этот костел неотапливаемый. А люди приходят, из островов, из иммигранты приходят, например, шарфик на шее, а на ногах вьетнамки. И для них тепло, это хорошо, и все, шорты оденут, куртку там какую-то. И я иногда говорю, если мой папа увидел, как тут люди приходят в воскресенье, нам шел бы бедный, наверное, бы не пережил этого. Совсем другая культура, да. Сестра Паўля, а наколькі там адрозніваецца па часе? Вось які часовы пояс у Аўстраліі і па клімату таксама раскажыце? Наверное, 7 часов разницы времени. Да, и сейчас у нас зима, и зима в Австралии, она немножко не такая, как у нас. Как говорится, что зима, так у нас температура, она ночью может быть ниже, но потом днем поднимется, а тут в Австралии очень быстрый, очень такая большая разница, ночью и днем температура зимой. Ночью может быть, то, что я сказала, 3 градуса, иногда до 0 упадет, если 0, это почти минус 7. И то, что тут очень большая влажность. И эта большая влажность дело в том, что когда выше даже 0 температура 2 градуса, 1 градус, ты чувствуешь себя, на самом деле, этот холод, он тебе проходит везде, все твои косточки, потому что очень большая влажность. Потом днем, когда солнышко встает, просыпается, днем температура может подняться даже до 20 градусов. Если теплая зима и не было, как в прошлом году не было очень дождевого периода не было, то даже до 25 градусов днем поднималась температура. Но когда солнце заходит, а солнце, если мы, например, в Беларуси можем наблюдать восходы солнца и заходы
солнца очень долго стоять и так это самое концентрировать это все, то тут всход и заход солнца, закат солнца, они очень быстро проходят. 15 минут и солнца нет. Вот так как вот Чуковский говорил доктор Айболите, что крокодил проглотил солнце. Я вот как наблюдаю, так мне все время припоминается вот из детства вот это стихотворение, что дети, не ходите в Африку гулять, там живет злой крокодил. И вот тут этот злой крокодил так быстро проголодает вот это солнце, и тогда наступает очень холодно. Темно становится и очень холодно тогда становится. Обратно температура очень быстро падает до 2, там, до 3, не смотря. Расскажите еще про флору и фауну, потому что мы тут ведаем про сумчатых, бачите вы их там. Ну, как раз в нашей части в городе у нас кенгуру не прыгает, хотя в прошлом году одна женщина в соседней части, она там была, стояла на перекрестке, и кенгуру перепрыгнула машину. Как бы это было вообще удивительно, да? Как бы кенгуру в этой большой части города он не припадает. Хотя я кенгуру видела очень близко. В прошлом году, когда я была на реколлекциях, я пошла в буш молиться, да? И я была за Сидней на реколлекциях, это 90 километров за Сидней. И там к этому монастырю принадлежит большой буш. Ну, я пошла в этот буш молиться, сижу, села очень красиво, все это самое деревья, такой обрыв, классно вообще, это тишина такая. И чувствую, так что-то там, кто-то такое стоит за мной, это был маленький кенгуру. Я сама испугалась, белый кенгуру тоже испугался и убежал. И в этом буше там очень много этих диких кенгуру. Они как бы, само кенгуру, оно не опасное, но если кенгуру чувствует опасность, то он может наброситься. А так, если ты ему миролюбив, то он на тебя не набросится. Мае рэпутацыю Аўстралія такой краіны пратэстанцкай. Наколькі там шмат католікаў ці не шмат? Если мы в Беларуси любим делить на католиков, православных, протестантов, то тут как бы нету такого разделения католики, православные, протестанты. Тут больше говорят христиане и нехристианский костел. И как бы христиан тут 70%, остальное не христиане. Из этих 70%, да, там католики, сейчас часть протестанты, также православные есть, греко-католики, там еще масса других католиков, Lebanese Catholic Church, ну, короче говоря, тут очень много разных разновидностей, но как бы христиане не стараются вместе быть. И тут, но совсем, можно сказать, мы как бы своей ментальности, да, я все время говорю, чтобы наших два костела, белорусский и австралийский, соединить вместе, это было бы попросту рай на земле. Потому что два костела мы вместе стараемся, и в Беларуси костел старается помочь людям, и Австралия старается помочь людям. Но тут больше в Австралии, знаете, меньше обращают внимание на само здание костела. Тут очень простые здания костела. Если старый костел, старинный костел, да, он будет немножко похожий на наши. Но эти все молодые современные костела, они очень простые. Главное, чтобы было где люди сесть, чтобы был табернакулум, алтарь, и это все очень просто. Нету этих золотых росписей, нету множества икон, очень все просто. И то, что в Австралии очень тепло, да, тут не ставят таких больших букетов. Большие букеты делают, например, на Пасху поставят большой букет из живых цветов. Больше используют искусственные цветы, потому что климат такой, что зимой очень холодно, эти цветы не выдержат ночью в костел, который неотапливаемый, и очень простое сооружение. И я даже, вот мы живем на территории парафии капуцинов, то мы смеемся, что этот костел выглядит как пирамида, как египетская пирамида в таком стиле построен, и он очень простой, и больше всего эти костелы, они имеют очень большие окна, и эти окна также способствуют тому, что большие сквозняки, что летом очень жарко, а зимой очень холодно. Вот, и как бы они не обращают внимания на это как здание костела, а больше они открыты к людям, и для них это человек, да.
Вот, например, в нашей парафии организовано каждое воскресенье у нас есть группа людей светских, которые приготавливаются к этому началу, а потом они уделяют коммунию святую в костеле и идут к больным, несут коммунию святую, причастие к больному человеку, тот, который не может прийти в костел, лежачий больной. Иногда он тоже сидячий, но нету, например, в семье, кто-то бы ему помог. И каждое воскресенье этот человек больной, он получает коммунию святую. Но в белорусском костеле в реальности это было бы невозможно. Люди бы даже не заакцептировали, что какой-то светский женщина или мужчина привозит, если бы еще сестру законную, да, они бы приняли, но светского человека наши белорусские люди бы не приняли. А тут это нормально, и все те принимают, и те благодарны за того, что они получают коммунию святую. А у якой частцы Австралии вы знаходзіцеся зараз? Я нахожусь в Сиднее. Это недалеко, даже 70 километров от Голубых гор. Колькі прыходзіць, напрыклад, на імшу у вас людзей? І які гэта... Ці ёсць там беларусы? Ладно, запытаю адразу. В нашем приходе нет коренных белорусов, но есть один человек, Франк его зовут, и его родители родились в Пинске. Но это еще Пинск был за польское время, даже не в самом Пинске, а около Пинска. И эту деревню, где его родители росли, немцы во время Великой Отечественной войны сожгли. Но он больше себя считает, меньше считает себя белорусом, чем поляком. Вот. А колькі людзей приходзіць? В нашей парафии она очень, скажем, очень большая парафия, и у нас очень много иммигрантов. И семьи этих иммигрантов, особенно с островов, да, они очень большие, у них очень много детей, 10 детей. Иногда смеемся, да, в нашей парафии, когда придет одна семья, сядет вся лавка, вся эта самая занята. Все уже, нет сидячих мест. Вот. И поэтому, как бы, сколько людей, ну, на мшу приходит около 200, на 9 часов около 200 человек, 150 человек на одну мшу. А так в течение воскресенья, потому что тут тоже в субботу вечером отправляется мша за воскресенье, то в течение вот этого периода где-то около 500 человек. А в Сиднее колькі касцёлаў? Ой, я не знаю даже. Ну, приблизно хотя бы. В Сиднее население столько, сколько во всей Беларуси. Ну, але приблизно. Мы просто уявили себе, наколькі не скажете. Нет, это очень большое. Даже это самое, я не скажу, сколько диецезий в Сиднее, но очень большое. Я не помню, извиняюсь, но не помню. Сестра Паўля, а можете расказаць вось менавіта пра сваю працу? Вы займаецеся чым там? Деткамі, напрыклад, ці не? У чым ваша паслуга? Можете расказаць нам? Я как бы официально работаю в 2 местах, да, и моя должность в этих 2 местах, она называется pastoral care. То есть pastoral care — это тот, который заботится о духовной жизни, дает духовную помощь для человека, слушает человека. Да. Я работаю в доме престарелых. Этот дом престарелых принадлежит к нашему ордену. И в этом доме престарелых у нас как бы дедушки, бабушки, не только поляки, большинство поляков. Вообще вначале этот дом строился только для поляков, но в данный момент у нас разные есть люди. Большинство поляков, украинцы тоже, австралийцы и филиппинцы, кто еще там. Ну, короче говоря, множество других национальностей. Большинство используют польский язык, но также английский и русский, потому что украинцы любят, когда с ними на русском разговаривают, так они вообще это самое. Они спрашивают, откуда я знаю русский язык? Где же я так хорошо научилась разговаривать на русском языке? Вот. Ну и вторые 2 дня я также работаю в австралийской школе, в школе доброго пастыря, как тоже pastoral care духовная. Но это моя духовная помощь, большинство для родителей наших студентов, наших учеников. Это начальная школа от 0 класса до 6 класса включительно. Ну и я беседую с родителями, выслушиваю. Многие делятся целой своей историей жизни, вот, все свои беды, просят о молитву. Молюсь с ними также, с этими родителями. Вот такая. И также, как в нашем ордене, в нашей тут в австралийской провинции, дали мне еще такую должность, быть директором от призваний.
Ну, Господь призывает, ну вот, чтобы помочь человеку распознать призвание. Ну и такого, что мы делаем, каждый раз в месяц, первый четверг месяца, мы организовываем Holy Hour of Vocation, это святой час адорации, и приглашаем молодежь. Но сейчас в связи с коронавирусом мы делаем больше лайвстриминг, потому что люди не могут к нам приходить в монастырь. Чым падобныя аўстралійцы да беларусаў? Вы працуеце з сем'ямі і больш сталага ўзроста людзьмі, то можаце параўнаць хіба што. Тыя самыя праблемы хвалююць людзей? Да, я скажу, что да, те же самые проблемы. Как бы меньше будет проблем от стороны финансовой, но также встречаются проблемы, особенно теперь, когда в связи с коронавирусом многие люди потеряли работу. И это очень трудно, потому что когда у тебя нет работы, ну, у тебя есть какой-то доход, какие-то сбережения, но на это на дольшее время попросту не хватает. Например, тут очень много фирм иностранных, и сотрудничество было, например, польско-австралийская фирма. Эта фирма просто перестала существовать, потому что Польша закрыта, Австралия закрыта, и все, и множество людей попросту потеряло из-за этого работу. И другие просто закрывались, мелкие, например, рестораны, кафе, там, где люди работали, это все закрывается, и люди теряют работу, и людям сложно, и они приходят, как могу сказать, с разными проблемами. Вельмі суперажывалі, калі пажары былі ў Аўстраліі. Гэта сапраўды было настолькі страшна, ці гэта так ужо ў медыа адлюстравалася? Мы живем 70 километров от гор, но когда ты встаешь утром и ты видишь серое вокруг тебя и чувствуешь запах дыма, ты понимаешь, что это на самом деле это страшно. Это как бы такое расстояние от Щучина до Гродно, и когда ты в Щучине просыпаешься, и ты видишь вокруг себя, понимаешь, что Гродно горит, то это страшно, и ты понимаешь, что это недалеко от себя. 70 километров — это как бы далеко, но в этой ситуации что-то очень близко. И костел, да, прежде всего молитва, но даже люди, они очень открыты. Если, например, нуждается помощь кто-то, люди приносят, отдают последнее, делятся, на самом деле помогают. Акрамя таго, што такая больш вольная форма адзення ў касцёл, што яшчэ можаце расказаць, што вас так, як беларуску, уражвае? Как приходит молиться. У нас, как приходят бабушки молиться, они сразу бум, на колени перекрестились и стоят молятся. Это тоже есть такие бабушки, которые там на коленях. Но есть такие группа людей, которые придут, сядут в костеле нога на ногу, и они тоже молятся. И тебе никто тут не делает замечания. Если у нас в костел вошел молодой человек в шапке, то сразу все бабцы бы бросили и сказали: ты, безбожник, снимай шапку. Тут в Австралии нет. Он пришел, и ты его должен принять. Это его культура. Ты его должен заакцептировать. И все. И ты не можешь ему ничего сделать. А ёсць такія вось чыста аўстралійскія асаблівасці касцёла? Ну, как бы в белорусском костеле у нас обращается внимание вот на пение, вот на каждый день вот бы пели песни, да. Так. Как бы в австралийской вот это, в нашем приходе у нас есть несколько разных хоров, но они поют только в воскресенье, они их разделены мши, на каждой мше другой хор поет. Иногда эти хоры принадлежат именно типично какой-то группе национальной, они могут петь, хотя мша будет отправляться на английском языке, они будут петь в своем языке, например, песни, и это все акцептируется, это все нормально, да? Вот. А когда проходит служба, в середине недели пений нет. Мы читаем антифоны, те, которые в начале есть мши, на окончании антифона перед коммунией, вот мы это все читаем. Как бы читается, и это нормально, люди приходят, молятся. И вот в нашей парафии первая служба святая всегда в 6 часов утра. И как бы 6 часов утра, как кажется, очень рано, то приходит, к удивлению, где-то около 30-40 человек в костел с утра в 6 часов утра. Потом эти люди, и вот на этой мши, когда ты приходишь, видишь, потому что тут каждое предприятие имеет свою форму, да, и ты как приходишь в 5 утра, ты можешь сказать: этот человек работает на стройке, теперь медсестра пришла, потому что она пришла, это еще откуда-то пришел, и ты попросту видишь, там, из какого-то офиса, потому что в белой рубашке с галстуком, пиджаке. Они приходят и потом сразу после мши едут на свою работу. Некоторые работают далеко, и
из этой части, поэтому добираться сложно. Они приезжают вначале, начинают день там ши, а потом едут уже на свою работу, на свою службу. Ось назаританки у Білорусі мають інший вигляд. Вони можуть міняти свої строї? Как раз это официальный мой строй, который тут в Австралии используется. Ну, как бы в Австралии, как мы говорим, это свободная страна, и даже для назаританок, если назаританка приезжает из Польши или из той же Беларуси, из Филиппин и желает ходить в своем хабите, то это не запрещено. И официально считается... Но когда я приехала, первое время я тоже ходила в сером хабите, потому что в черном хабите тут не походишь, очень жарко. Но в сером хабите, когда я работаю в школе и работаю со старшими людьми, и когда в одной из моих обязанностей, когда наступает обед в доме престарелых, я иду и помогаю кормить медсестрам этих больных, лежачих больных. И когда иногда этот обед оказывается на тебе, или ты чувствуешь где-то джем на своем хабите, сером хабите, это потом очень трудно попадить все эти черные, все эти жирные пятна, и поэтому от стороны практически стала, как бы так, перешла на то, что это самое, как ходят сестры в Австралии. Белая блузка. Летом мы ходим в белой блузке с коротким рукавом, потому что тоже климат очень жарко, и когда ты работаешь и ходишь целый день в этом, то от практической стороны это более как бы практическое. Скільки ввогуле там назаританок ось у вас і з яких країн? У нас в нашей провинции 25 сестер, и сестры из разных стран, из Америки, из Польши, из Филиппин, даже из Австралии, те, которые родились тут или приехали, когда маленькие, потому что есть сестры, которые родились в Германии, и они эмигрировали, после войны приехали вместе со своими родителями и тут росли. Ну и даже я одна из Беларуси. Які касцёл у Аўстраліі? Гэта таксама больш жаночы касцёл, як у Беларусі, ці не? І які ўзрост таксама? Нет, тут тоже есть мужчины, которые молятся. Например, вот что начал говорить о Франке, да, о нашем земляке, так, скажем, из Беларуси, его родителей. К большому удивлению, его жена вообще не ходит в костел. Он все время молится за свою жену, чтобы она начала верить. А Франк очень верующий человек, на самом деле, приходит, он даже оказывается, он сейчас уже на пенсии, но вот несколько лет там назад, 2-3 года назад он еще работал, и он с утра приезжал в костел перед своей работой, он работал там на стройке, и потом после этой своей тяжелой работы, после стройки приезжал в костел, когда костел иногда был закрыт, иногда, чаще всего в середине дня целый день костел открыт, и он приезжал и молился в костеле и благодарил Господа за весь этот свой прожитый день. Ну, то бок пополам больш-менш, так, равномерно, так? Мужчин, жанчын? Да, я скажу да. Угу. І такі сярэдні ўзросце, маладыя, ці ось, як вы, сем'і, вы казали, молодые, так? Люди, есть молодые, есть семьи. Потому что, знаете, в нашем приходе, где я живу, тут много эмигрантов. И как бы из австралийцев, типичных австралийцев, тут очень мало в нашем приходе. И из эмигрантов, те, которые не приезжают, если приезжают из католической семьи, они стараются эту веру дальше нести, дальше практиковать и приходят с детьми. Вот. И я вам вспоминала, что я работаю в школе. Это школа, католическая школа, но если когда-то в этой католической школе в Австралии было условие, что должны быть только католики, то теперь эта школа открыта для всех детей, не только с католической. Иногда теперь приходят дети мусульман в эту школу учиться с другими детьми. Одно только условие: эти дети должны, родители этих детей должны принять наши условия, то бишь, когда мы идем на мшу или когда молимся или читаем розарий, дети также должны молиться. И когда-то я вот с одной мамой беседовала, они сами из Индии, то бишь они не католики, и девочка пошла в 0 класс и получили первое задание научиться первой молитве, потому что в 12 часов у нас говорят Ангел Панский, да, все встают дети и молятся, да, Ангел Панский. И они получили первое задание научиться Витая Мария, да. Ну вот эта мама в интернете, она сама хинди, нашла вот эту молитву, Hail Mary, и меня спрашивают: сестра, это вот эту молитву, да. И вот они с этой девочкой учили эту молитву. И когда ты приходишь в эту школу,
Особенно, когда молитва, или в октябре, когда дети в 12 часов приходят и говорят 1/10 ружанца, и сидят они все вместе молятся, все вместе они читают Hail Mary, да, и как бы нет этой разницы между детьми, и ты понимаешь, что для Бога и в этой молитве Бог принимает всю молитву, как бы нет разницы, что разницу больше делают взрослые люди, чем дети. Для детей нету, они все вместе молятся, все вместе радуются, все вместе бегают, играют, и мусульмане, католики, и протестанты, и все как бы, ну нету такого вот. И то же самое костел католический, он открыт для всех тут. И когда, например, приходит служение свадьбы, например, венчание, да, и приходит в костел тоже, и мусульмане приходят молиться на это венчание, или, например, похороны чьи-то, они тоже придут, все будут молиться. Вот. И тоже встречи вот разные есть такие, ну нету такого вот разделения большого такого. Вы кажете, что католицкая школа, так? Это державная школа? Нет, это не... Просто трошки это... там расскажите, як там ось система адукаційна побудована. Есть тоже государственные школы, а есть католические, есть частные школы. И эта школа считается частной школой, она принадлежит... Есть Catholic Education Office, католический офис, который отвечает за образование, и он спонсирует эту школу. Родители также платят, но за эту школу, но также большинство все это самое заведует, всем этим образованием отвечает именно этот католический офис, католического образования офис, и он ведет эту школу. Как бы вся программа, все это делается, принадлежит к нему, к этому офису. То бок праграмы яшчэ і адрозніваюцца, так? Не аднолькава, як у Беларусі, напрыклад, могуць адрознівацца ў школе, правильно? Адукацыйныя? Да. Как бы программы, методы, но все идет к одному результату. То бишь получить какой-то результат идет, ну а как ты будешь использовать, какую ты программу ведешь, это от тебя зависит. А там выкладаюць толькі сёстры, святары ці не абавязкова? Нет, я только единственная сестра в этой школе. Так. Когда-то эта католическая школа принадлежала к капуцинам, потому что приход принадлежит отцам-капуцинам, но в данное время эта школа перешла к диецезии, и диецезия отвечает за эту школу. Вось вы кажаце, што верацярпімасць вельмі так развіта ў Аўстраліі. А якія праблемы ёсць у каталіцкім касцёле ў Аўстраліі? Ці ёсць якісь складанасці ў сувязі з гэтым вось задачай каталіцкага касцёла у вас? Австралийский костел приготовился к синоду, который должен быть в 2020 году, в этом году должен быть, в связи с коронавирусом этот синод перенесся на следующий год. Ну и вот людям, ко всем прихожанам во всей Австралии задавали вопрос, как ты видишь в будущем костел австралийский, что ты видишь, но ответы были разные. Как бы этот костел открыт и дает очень большую перспективу, большую возможность, если ты хочешь чем-то помочь костелу, что-то вложить, он дает очень много для светских людей возможностей. Как бы не только для сестер законных, не только для ксензов, а также для светских. Ты можешь делать практически все, что делает сестра законная, да, в этом костеле. И поэтому теперь как бы одно из таких ответов, потому что потом это не какая тайна, эти ответы были опубликованы, как люди отвечали на этот вопрос, как видят. Одно из предложений было, почему бы костелу не сделать рукоположение для женщин. Ведется. Но для меня как бы это было вау. Когда я была маленькая девочка, я мечтала быть священником, я хотела быть ксензом, но мама сказала: нет, ты девочка, ты не можешь. И все, это был простой ответ для меня на мой тогда этот самый. Но теперь, когда я слышу, думаю, ведь совсем это другое, это рукоположение принадлежит Иисус вообще основал костел и дал этот дар, этот сакрамент другой части населения, к мужчинам. И это все зависит от нашей веры, с какой точки зрения мы на это все посмотрим. Але гэта афіцыйна вось так абмяркоўваецца, да, вось гэта тэма? Нічога сабе. Вот когда костел спросил у людей, как вы видите, в будущем костел австралийский, вот был один из таких ответов. Что будет дальше делать синод? Это принадлежит к синоду. Ага, а на калі перанеслі гэты синод?
на следующий год. На наступны год. Угу. Зразумела. Сестра Паўля, ёсць штосьці такое, пачаму вы сумуеце беларускага менавіта? Чаго не стае там у Аўстраліі? Может, иногда за снегом. Там няма снега зусім? Но есть снежные горы, но это далеко от меня. Вот. В горах иногда, в голубых горах бывает снег, но это больше с такой, знаете, снег попадает с утра, но к обеду этого снега уже нету. Вот, нету такого большущего снегопада. Вот. Иногда бы хотелось с кем-то вот так вот сесть и поговорить на своем языке. Потому что в ежедневной жизни я не разговариваю ни на русском, ни на белорусском языке. Очень то, что когда хожу к бабушкам, да, потом престарелых, тогда я с некоторыми разговариваю на русском, но я очень редко общаюсь на русском языке, больше общаюсь на английском и на польском языке. А якія ў Аўстраліі вось супольнасці развітыя? Такія самыя, як у нас тут, вось, не ведаю, там маці ў малітве ці ёсць там миссийный ружанец, ну вот что и самое, что Беларуси, и что-то свое. Каждая национальность, когда они приехали сюда в Австралию, у них что-то там есть свое, и они стараются, вот каждый как бы народ нести свое, практиковать свои молитвы, да, вот то, что в своем языке. Но это больше принадлежит, скажу, к филиппинскому костелу, так как тут большинство населения в нашем приходе очень много Филиппин. Даже в Австралии очень большинство, потому что близко из Филиппин. Из Филиппин людей очень много, и они приносят, есть этот самый супольность Couples of Christ, супружество для Христа, Youth of Christ, Children of Christ, вот это то, что было основано у них, и они принесли сюда. Вот. Также есть разные миссийные группы, как бы есть, например, миссийная группа, они называются Columbian, но они основаны, даже есть орден такой, и часть, вот как у нас шенштадтских есть, и шенштадтское движение светских, и шенштадтское движение сестер и ксензов. То же самое вот у них нету сестер, только есть светские и ксензы. Вот это миссийное такое движение есть. Ну вот больше вот эти Couples of Christ, они очень развиты. Вот это движение. Но также есть группы молодежные. В нашей парафии она принадлежит вот больше для этой части. Это Антиох. Вера важную роль адыгрывае у грамадстве тутэйшым, вось вашим там австралийским, ну ці так? Я скажу, да, это играет очень большую роль. И тут, если человек верит, то он верит, на самом деле верит, он практикует, и то, что где он работает, это предприятие на тебя не смотрит. Если ты работаешь среди неверующих, они тебя принимают, да, ты верующий, они тебя уважают, потому что ты человек, да. Вот. Если ты не верующий, они тебя тоже уважают. Тут нету такого, что ты монахиня, что мы тебя не любим, потому что ты там монахиня, мы тебя не приняли на работу. Нет. Или тебя не приняли на работу, потому что ты там католик, или ты протестант, или ты еще там хинди, или мусульман, или еще кто-то там диковинка, что-то там другое. То яшчэ папрашу вас перадаць увогуле з Аўстраліі прывітанне нашай краіне, ну і можа якое-нибудь такое слово на заканчэнне для ўсіх нас. Моя любимая Беларусь, я молюсь за тебя и прошу Господа, чтобы была ты крепкая в вере и росла в вере, вот, и чтобы наш костел католический возрастал, и чтобы молодой народ шел и наследовал, и старался быть ближе к Иисусу Христу. Дякую вам, великий сестра. С Богом! И вам большое спасибо. Всего хорошего. Миссийный костел. Посланники Христа у свете.